Привет! После выпускного, поездки и сломанного компьютера наконец-то я снова снимаю влог на кампусе. Сейчас идет последний семестр, как я уже говорила, это у нас нестандартная программа. Большинство программ заканчивается в апреле, заканчивается выпускным. Нам же после выпускного нужно брать еще семестр классов. И я беру всего один предмет, я не привыкла вообще к такой маленькой нагрузке. Я порой даже не знаю, что вообще с собой делать. Я все выходные просто сидела, нос в книге читала для своего удовольствия. У меня давно не было такой роскоши. На сегодня план такой: сейчас пойти в библиотеку, заниматься утро учебой, после обеда заниматься работой и потом пойти на занятия. Кампус очень сильно опустел, потому что, как я сказала, большинство программ закончилось в апреле, поэтому люди разъехались. И это так странно, с одной стороны, атмосфера очень поменялась, и как-то вот совсем все по-другому ощущается. Но у этого есть свои плюсы тоже, например, в библиотеке всегда можно найти место именно там, где ты хочешь, потому что людей почти нету. В нашем исследовательском проекте мы наконец-то закончили многомесячную фазу сбора данных, и мы переходим к его анализу. И у меня был на первом курсе университета и анализ данных, и статистика была, но проблема в том, что я ничего из этого практически не помню, так что сейчас чувствую, как будто я просто с нуля это все вспоминаю, все эти тесты, процедуры и так далее. Так что, учитывая это все, по минимуму на сегодня просто подготовить данные для анализа. Пока я не забыла, я в прямой трансляции обещала вам, во-первых, поделиться своим эссе, что я с радостью сделаю, я что-нибудь загружу и просто оставлю ссылку внизу в описании, читайте, если вам интересно. И, во-вторых, я обещала вам прислать открытки, что я с радостью сделаю. У меня дома еще лежит несколько открыток с разных мест в Америке, где я была, я их с радостью пошлю. Если вы хотите открытку, напишите мне, собственно, что вы ее хотите, как с вами связаться, и если вам не лень, напишите, что бы вы хотели видеть у меня на канале, потому что у меня сейчас куда больше свободного времени стало, и я только рада часть его вкладывать в YouTube, поэтому мне интересно, хотите ли вы больше каких-то повседневных влогов вроде этого, или, может быть, какие-то разговорные видео, где я даю советы или делюсь знаниями, которые я получаю на факультете образования. Короче, рада любой обратной связи. Я сейчас иду на свой единственный предмет в этом семестре, на свое единственное занятие в неделю. Это предмет, который называется Workforce Education, то есть, грубо говоря, образование рабочей силы. И вот мы учим там, как выглядит образование вот именно на рабочем месте, в такой корпоративной среде и все такое. И это интересно, но это не мое было первое предпочтение. Я хотела брать предмет про исследовательские методы, но кроме меня больше никто не хотел, поэтому его отменили, так что это был мой единственный выбор. Я побежала на свою 3-часовую лекцию. Re-engineering the HR world global. We brought in consultants from Deloitte, real that are in here, and it's pretty tough to argue with anyone. Я не обладаю сверхспособностью 10 минут просто так стоять на остановке, поэтому я иду чуть-чуть пешком. И, собственно, вот такой вот он мой типичный понедельник в этом семестре.
же хорошо приходить домой не в темноте и не безумно усталой. У меня все.